Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 24 февраля 2023 года, 21:00 по Берлину, 23 по Джахару. Друзья, витаю вас всех, приветствую. Сегодня у нас стрим на русском языке. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть каждый узнает правду. Каждому русскому по топору и бутылке шмурдяка в течение 3 дней рашки капут, говорит Асамбек, Машволь, Фрейя, анархист и все остальные друзья. Машдоэльшо, приветствую. Питер Вольф, алейкум ассалам, Питер. Сколько вас развело? Нас не развело, Гроза. Ты что это? Ты что-то попутал, Гроза, да? Таких, как нас, вообще нет. Итак, давайте начнем, чтобы и Грозе понравилось, и другим всем остальным начнем наш стрим с сообщения от Генерального штаба Збройных сил Украины на сегодня, то есть ровно год с началом войны. За прошедшие сутки уничтожено русских оккупантов 970 штук. 146 820 общее число, почти 1,5 тысячи уничтожено за 1 год. 13 танков, итого цифра танков достигла 3363 танка. 7 боевых бронированных машин, итого их стало 6600. Артиллерийских систем 11 и 3 РСЗО уничтожено. Итого артиллерийских систем 2363, РСЗО 474. Антиаэркрафт 3 штуки, итого 247. Самолетов и вертолетов 299 и 287, 0 за прошедшие сутки. БПЛА оперативно-тактического уровня 4 штуки сбито, итого их цифра достигла 2033. Крылатых ракет 873, 0 за сутки, 18 кораблей катеров, 0 за сутки, и 9 автомобильной техники и цистерн. Итого 5224 автомобильной техники уничтожено за последний год. С чем я вас всех и поздравляю, и тебя, Гроза, тоже. А специальная техника одна уничтожена, итого 229 специальной техники уничтожена. С чем я вас всех поздравляю. Так, друзья, заходите, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Алейкум ассалам. Дику Хасан, Далуй Машволь, Вени Хаоль, Далуизель. Вени и Ильяс, алейкум ассалам. Так. Напоминаю, друзья, тот, кто хочет провести со мной прямой эфир, пообщаться со мной, я могу предоставить такую возможность. Можете зайти в ТикТок. Ну, по теме желательно говорить. Ну, мало ли какие-нибудь у вас могут ко мне быть вопросы. Ну, обычно я говорю по теме. Мат, оскорбления запрещены, все остальное заходите, предъявляйте, если есть предъявить, пожелайте, если есть что пожелать, ну и так далее, и так далее. Прямой эфир, демократия, свобода слова, welcome, то есть маш довольшу. Так, друзья, вот такие вот дела. Зашел, мне в Facebook напомнил о потерях русских террористов. На 24 февраля. Свежая сводка Генштаба ВСУ на 24 февраля. Харьков. Около 3000 военных РФ убитые. Это первые дни войны. 2 батальона бросили технику и пешим порядком бегут с территории Украины. Под Харьковом уничтожено около 200 единиц техники. Херсон. Каховку отбили обратно. 200 военных РФ убитыми. Гастомель, аэропорт под контролем ВСУ, все военные РФ убиты. Интересно, какая там цифра. Она разная, варьировалась эта цифра. Чернигов, подразделение РФ, здесь не указано, ну я помню просто. Чернигов, подразделения РФ несут большие потери. Колонна из 100 единиц техники
полностью уничтожена. Слава ЗСУ, слава Украине и Ичкерии, друзья. Джохар сила, а чай Ахмат просто вкусная. Да, совершенно верно, Макс. В отношении Молдовы что скажете? Саят, я в прошлом своем стриме говорил, об этом. Я могу сказать только, что что-то там намечается. И, скорее всего, в ближайшее время мы увидим какую-то развязку. Что есть вероятность, что там русские что-то мутят, но с учетом их сил, мне кажется, что это просто самоубийство, что они делают. В принципе, с 24 февраля прошлого года все, что они делают, это является самоубийством для них. С чем я вас всех и поздравляю. Поэтому будем наблюдать. Украина победит в любом случае. Точнее, не Украина, а весь цивилизованный мир, который стоит на стороне добра, на стороне Украины. И против фашистской России. Поэтому все будет Ичкерия и Украина, как говорится. Поэтому будем наблюдать. Да, идет война, страшная война, будут потери, будут, по всей видимости, еще и еще потери, но факт остается фактом. Победа будет за нами. Тащился до больницы, гау Арцуев, фону Вендетта. Мегарду. Ты в этом уверен? Абсолютно, Дион. Абсолютно. Я с тебя ору. Правильно. Рад, что я поднял тебе настроение, Дион. Видишь как? А ты говорил, Дион. Так, друзья, переходим к комментариям в YouTube. Салам Маршалду, Масарга, шалом витаю. Шалом витаю, Маршалду Асламбек. Рашки, паника от наших леопардов. Асламбек, немецкий танкостроитель, это, конечно, мощь, как и немецкий машиностроитель. Да, конечно же. Наши леопарды, это вам не халам-балам. Сегодня у нас в Берлине, в центре Берлина, напротив Банд-Притона под ошибочным названием посольства Российской Федерации, был установлен танк. Самый настоящий российский уничтоженный, разрушенный, подбитый, сгоревший танк. И немец, который, я забыл его имя сейчас, немец, который занимался этой инсталляцией, он с прошлого года, с весны, судился с местными властями за то, чтобы местные власти не хотели, чтобы он ставил этот танк перед Банд-Притоном так называемого российского посольства в Берлине. И вот эта ситуация была, почти год он судился, победил, привез и поставил танк напротив вот этого фашистского посольства. Так что все супер, друзья, поздравляю вас с этим. Наша Германия уже развернулась и идет семимильными шагами вдаль от фашистской России, с чем я вас всех и поздравляю, и в первую очередь самого себя. Вот такие вот дела. Из опыта Второй мировой войны СССР брали цель только мясом. Да, Саят, совершенно верно, но надо понимать, что для того, чтобы принимать участие в этой войне, чтобы воевать без остановки, Советскому Союзу поставлялся тот самый ленд-лиз. Как бы Советский Союз не утверждал, что это только они победили, на самом деле это не так. Да, у Советского Союза самые большие потери были из всех 8,5 миллионов, 8,400 по разным оценкам. У немцев были, у русских, они говорят, одни цифры говорят 26 миллионов, по другим данным 42 миллиона. Вот эта цифра пару лет назад всплыла, что 42 миллиона уничтожено советских граждан в этой войне. Поэтому, плюс нужно учитывать, прошел почти век технологий, и поэтому одним мясом российским ситуацию не исправишь, потому что сейчас именно так русские воюют.
Они именно так воюют. И потери русских 10-15 по отношению, по отношению, в соотношении с потерями украинцев. Вот такая вот ситуация. Поэтому, да, конечно, русские могут собрать миллион человек, но этот миллион будет утилизирован. Этого оружия, современного оружия, которое поставляется сейчас Украине, оно уже поставляется полностью упаковывается Украина. Вот полностью ее там, как только возможно, будут сейчас упаковывать, укомплектовывать, и никто не будет отступать. Вложено уже почти 110 миллиардов евро, долларов или евро, по-моему, 108 миллиардов евро. Я читал информацию, поэтому никто не будет оставлять эти деньги ни фашистской России, ни вообще никто не собирается, сейчас даже речь не о деньгах, никто не собирается просто так отдавать Украину, чтобы Россия стала сильнее и потом поперла на Польшу, на страны Балтии и так далее, и так далее. Ведь как бы там 5-я статья НАТО не гласила, воевать придется людям. И не каждый, например, ну поляки, допустим, если на Польшу нападут, будут воевать, а немцы, например, подумают, начнут отлынивать, там, увиливать, еще чего-то и как-то. Но раз война началась, сейчас уже в Украине уже год, а вообще в реале 9 лет война идет, и есть люди с опытом, им нужно было оружие, им нужны были деньги, все это боеприпасы, все это им поставляется, и поэтому шансов ни у кого нет просто. Так, ну я смотрю, к нам зашли наши русские тролли, да, это было асан, они сут, я, мелу, эмин, дерес, воль, илес, масера, бойлой. Добрый день, добрый Ирина, витаю вас. Ассаламу алейкум, массу маш дойлю, алейкум ассалам вайнах. Маш, вообще маш ойлю. Ха-ха, вот ты сказки рассказываешь, говорит. Да, вот на ночь решил тебя Рикстон. Сказки, не сказки. Но пинков вам надавали знатных, я вам скажу. Так, правда ли, что в 1944 году чеченцев были сняты звания героев СССР? Ну нет, я этого не слышал. Ну вообще все чеченцы были признанными врагами народа. И это депортация, вернее геноцид под видом депортации чеченцев и ингушей выглядел, был объяснен населению Советского Союза. Кстати говоря, сейчас мы перейдем к этой теме, потому что вчера было 78 или 79 лет со дня депортации. Поэтому сейчас я перейду к этой теме. Возможно, были сняты, потом реабилитированы. Не знаю я вот всех этих деталей по поводу героев. Но гражданам Советского Союза объясняли, что чеченцев вот этот акт геноцида под видом депортации, да, объяснялся следующим образом. Говорили, что это акт гуманизма со стороны советской власти, то есть НКВД, по отношению к чеченскому бандитскому народу, бандитским народам. Это вот так они нас пожалели. Я вернусь к этой теме еще, друзья. Я читал, что Китай хочет помочь России в той войне в Украине. Как ты об этом думаешь? Вероятно, да, вероятно, это имеет место быть такое. Китай очень аккуратно и осторожно себя ведет. Возможно, какие-то договоренности есть, и Китай помогает России, по крайней мере, сбежать Путину. Отходы уже там приготовлены, пути отхода. Поэтому вот как-то так, друзья. Так, вот тут мне один тут пробивается. Вот смотри, ты пробиваешься, ты мне напиши, кто ты, что ты, для чего ты мне пробиваешься, если ты хочешь со мной зайти, поговорить.
Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Мустан Машо. Россия сверхмощная страна, 150 миллионов населения и ресурсы. Да. Ну, во-первых, 150 миллионов очередная ложь. Было бы смешно, да, если Россия врет про все, а говорила про свое население всегда правду. Много лет еще назад было установлено, что на самом деле это не так. И даже была уволена чиновница большая из ЗАГСа, которая регистрирует, которые имеют реальные цифры населения фашистской России. И так как регистрирует рождение и смерть, и она заявила там 89 миллионов. Потом какой-то другой ученый, какой-то, не помню какой страны, заявил, что по потреблению еще зерна определяется население. Потому что человек в основном, с небольшим отличием, ест зерно, муку, хлеб, мучные изделия одинаково приблизительно. И цифра достигала 89 миллионов. Сейчас при условии там, присоединения Крыма там, и так далее, плюс надо учитывать, что это было лет, наверное, 10, если не 15, или еще даже больше назад, то, я думаю, каждый год Россия теряла много людей. Поэтому не 150, я вот к чему тебе это все это сейчас объясняю. Поэтому, может 90 миллионов сейчас, с учетом убыли населения, потому что каждый год Россия теряла по миллиону человек, плюс бегство из России. Поэтому, я думаю, вы очень сильно ошибаетесь. Более того, я скажу, вот на эти 90 миллионов, если они еще есть, эти 90 миллионов, ну, миллионов, наверное, 20-30, я думаю, вам не друзья и не союзники. Это разные люди разных национальностей и вероисповедания, проживающие в России. И, ну, некоторые, конечно, есть, не русские, которые за Россию, это правда. Но и русские есть, которые против вот этой имперской фашистской политики. Ну, их немного вот по сравнению с остальными. Но я думаю, тоже миллионов 10 их набралось бы, может быть 5 набралось бы их. Поэтому, грубо говоря, ну, 50-60 миллионов это потолок, приблизительно столько же, сколько в Украине население. Там 40 миллионов в Украине говорят. 50-60 миллионов это таких ватников, пропутинских, проимперских, скажем так. Путин это всего лишь верхушка айсберга. Поэтому, ну и что такое 60 миллионов для современного оружия? Спросите тех, кто там воюет, они вам расскажут. Так. Слава Украине, героям слава. Откуда такая ненависть? Почему же ненависть, юзер? Абсолютно нет. О чем вы говорите? Ни в коем случае. Презрение, как к дохлой скотине, ко всем имперцам. И все. Никакой ненависти. Вы что? Презрение, отвращение, как к дохлой скотине. Ни больше, ни меньше. Так, героям слава. Так. Не больше 100 миллионов. Да, Вячеслав, не больше 100 миллионов. Это правда. Лучше иметь одного льва, чем 100 шакалов. Добрый вечер, ночи. Добрый Ювишхаммер. Добрый Ювишхаммер. Витаю вас, витаю. Так, переходим в YouTube. Ассаламу алейкум. Дал эту бойль. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Видел видос, где русские мобики по пьянке топорами друг друга порубили. Но не помню, где сегодня смотрел. Да, Самбек, ты, наверное, это смотрел в ТикТоке. Я видел это видео. Там никто не погиб, правда. Но ранение он там нанес. Было такое. Так, дальше. Всем доброго времени суток. Бюстик, хил массера, маш воль, хойой, леди, маш хайот, бюстик. Хамзат, маш воль, так, сюдик, хилма, дал мула, все будет ичкере, дал мула. Друзья, все будет ичкере, абсолютно точно, да.
Титаник под названием Рашка тонет, просьба покинуть всех республик. Да, Фрея, только не Титаник, а вот, наверное, что-нибудь попроще делал. Запад набирает обороты, чем дальше, тем больше. Этот каток сметет Лубянку и империю дьявола. Да, Алмула, Асланбек, да, Алмула. Этой надеждой засыпаем, с этой надеждой просыпаемся. Маршал Думас Аргас Юдик Хирмасера. Всем доброго вечера, всех обнимаю по-чеченски. Ва алейкум ассалам, дели салам маршал. Ой, Далуизель, точнее. Китай не будет помогать Рашке в войне. Говорить будет, но помогать никогда. Китаю нужна слабая Рашка. У Рашки всего 70-90 миллионов. Возможно, ты прав. Да, кстати, видели эту шайку головорезов с китайцем? Понурые уже были у них лица. Да, Фрея, там был наш небезызвестный русский Фредди Крюгер, Николай Платонович Патрушев, Путин. Короче, вся вот эта, кто там еще сидел? Министр иностранных дел Лавров сидел. И там, короче говоря, вся вот эта шайка, управляющая Россией практически на коленях умоляла китайцев, практически на коленях умоляла китайцев помочь им. Ну, посмотрим, что скажет Китай. Скажет Китай, поможет, положит на лопатки и Китая, не сомневайтесь. Вся экономика Китая, абсолютно, Асланбек, ты прав, связана с США. США может в любой момент обвалить экономику Китая, пишет нам Асланбек. Именно это я вам и хотел сказать. Совершенно верно. Никаких шансов у Китая открыто выступать против цивилизованного мира нет. Вот так. По данным ЗАГСа, на России всего 80 миллионов населения. Руст принято, да он. Китаец просил и перестать размахивать ядерной дубинкой. Просил их. Угу. Асан, сегодня очень интересно высказался Глист Пригожин в отношении потерь, так как там где-то за кулисье происходит битва жаб с гадюкой. Пригожин сказал, что потери идут на 100 тысяч у Минобороны РФ. Да, интересно. Пригожин начал выдавать тайны. Они сейчас будут говорить, скрыть невозможно будет потери. Рано или поздно им придется открывать эти потери. Да, если они выиграют, они тогда могут не открывать. Но они не выиграют. И тогда они вынуждены будут рассказать о всех своих потерях. И, видимо, Пригожину предъявляют, что он уже все тюрьмы освободил, отправив вот этих зэков удобрять, зэков-дебилов, удобрять украинские поля. Видимо, его в этом упрекнули, и он решил ответить, что а вы чем лучше? И на самом деле так и есть. Потому что Пригожин, он-то ими не управляет по факту. Та же армия российская управляет. Те же кадровые российские военные. Поэтому, ну что, отлично. Что поделаешь, Леон. Китай может сказать, помогу, потом Путлер двинет свои танки на уничтожение. После этого Китай скажет, мы не можем. А у Путлера уже тогда, к примеру, все закончилось. А Китай посмеялся. Вполне может быть. Вполне все может быть. Сколько раз Путин так сам людей кидал, да? Людей, государства и так далее. Как они, помните, братья навек с югославами, сербами, точнее. Как мы вас любим, там без вас жить не можем. 2 секунды так. Забыли просто. Какой Милошевич? Где Милошевич? О чем вы говорите? Да, там ради приличия выкаблучивались и все. Так, примерно о скольких погибших в Чечне известно за путинскую спецоперацию на данный момент? Неизвестно мне ничего по этому поводу. Проект РФИ скоро будет закрыт. Да, Милтон Фридман, именно так я и думаю, что об этом уже давно сказано, и я думаю, что да, и все идет к этому. Конечно, все что угодно может произойти, и политика есть политика, жизнь есть жизнь. Война, кстати говоря, есть война, там особые условия, и шанс победить у России 1 из миллионов, но все-таки есть. Поэтому все что угодно может произойти, но на всякий случай, но
Я считаю, что никаких больше этих шансов у России сохраниться нет. Даже у Китая есть мозги. О, Фрея, у Китая очень даже есть какие мозги, я тебе скажу. Я все думаю, что Си не станет его поддерживать. Не по-китайски это. Си намеревается приехать в Рашку. Интересно, зачем? Ну, может, знаете, когда уже обложили со всех сторон, то, видимо, поторговаться, взять какие-нибудь земли за что-то. Я думаю, что Путину, если дать гарантии, что твоя жизнь будет в безопасности, в Китае мы тебе выделим остров, землю какую-нибудь, ты будем охранять тебя до конца твоей жизни. Я думаю, Путин быстренько согласится. Мне кажется, уже эти договоренности изначально у Путина были. Я думаю, что изначально именно безопасность, личная безопасность Путина и его семьи, она, мне кажется, китайцами может быть гарантирована. Ассаламу алейкум, Асан. Насчет появления... Можешь сказать несколько слов? Ва алейкум ассалам, Дудаев. Что тебе сказать? Ни о чем. Об агенте российских спецслужб я уже много раз говорил. Поэтому, ну что сказать. Обычный проныра, агент российских спецслужб, по которому плачет решение суда за прослушивание и переводы телефонных разговоров чеченских бойцов сопротивления в угоду русским террористам и оккупантам. Поэтому, что можно сказать об этом? Проходимцы, да, и аферюги. Так, Аслан, ассалам алейкум, алейкум ассалам, слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава. Аслан, как долго РФ будет обязана выплачивать репарации за геноцид чеченскому украинскому народу, потому что Германия до сих пор их выплачивает Израилю? Ну, Германия выплачивает сейчас, это уже по добровольной основе, там уже просто такое вот морально-нравственные рамки заставляют Германию сейчас это делать. Сколько лет это будет продолжаться, я не знаю, сколько это будет продолжаться. В зависимости от суммы, которая будет возложена на плечи россиян. Я не знаю, может 10 лет, может 50 лет. Неизвестно, сколько это будет. Так. Мне кажется, у Рашки деньги кончились. Они пошли у Китая клянчить их. Это был приурочен недавний визит китайскими, но они взамен дадут Китаю этот вопрос. Китай очень хитрый, я не верю им. Так, а что деньги кончились? У Рашки говорят, что потихоньку курс доллара повышается. Да, курс доллара очень сильно повышается. И душат санкциями. Вот мы уже просто не слышим на эти санкции. Они говорят, ну вот сейчас Европа принимает 10-й пакет санкций. Например, Америка не так сильно имела, не во все, скажем так, экономические отрасли России была проникнута американская, например, экономика. А вот европейская, немецкая, французская, другие страны, которые в Европе сотрудничали много лет с фашистской Россией, они фактически везде все занимали, всю нишу экономическую. И сейчас 10-й пакет санкций был принят, они вместе согласовывают с американцами, и Европейский Союз, и Америка согласовывают и смотрят, где что они не додавили, и додавливают. И будут додавливать до конца. Потому что уже все это имеет законную силу, и никак это уже в обратную сторону работать не будет. И русские завыли. Поэтому думаю, что доллар вырастет очень сильно. Около 14 тысяч санкций наложено на Рашку. Эйдел эту бьетен. Эмине Аллах. Эмин. Эмин диyor. Так. Так.
Так, где он? Как вас в Ютубе найти? Юля, мой канал называется Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия. Так называется моя правозащитная организация Ичкерия. Мой канал, основной канал был забанен. Два страйка прилетело. И чтобы спасти видео, которое там есть, канал Реалити, был забанен. Я его закрыл на время. И я думаю, через пару месяцев, в апреле, в мае, наверное, 3 месяца, я открою свой канал. А пока вот мой резервный канал Аслан Арцуев Human Rights Center Ичкерия. Пожалуйста, пожалуйста. Так. Так. Да. Ну, давайте, друзья, я перейду. Кстати, у нас сегодня в Гамбурге был такой хороший митинг, украинский митинг. Алейкум ассалам, вітаю всіх від ЗСУ. Вітаю. Так, я тут смотрю, к нам забрели подпутинцы. Так. Так. Так, хватит уже слип нирзайдер. Ты это самое, я понял, кто ты, зачем ты вновь и вновь это пишешь большими буквами. Все очень приятно, я просто не могу твой ник прочитать, потому что, мат у нас не приветствуется. Поэтому, да, Юля, он о себе. Джубиш, я не знаю, что ты там узнал, да? Что ты там узнал, я не знаю. Так. И к тому же Япония наращивает свои военные силы впервые за столько лет. Как думаешь, а в качестве репараций США могут подарить Курилы, Сахалин и Камчатку Японии? Конечно, могут. Не то, что могут. Японская территория Курил уйдет Японии однозначно. Даже, может быть, уйдет то, что японцы не претендуют. На что не претендуют. Кёнигсберг вернется в Германию. Кавказ будет полностью отсоединен. Дальний Восток, Сибирь тоже будет поделена между Китаем, Англией, Америкой и так далее. Валейкум ассалам, ТТ Джек. И наши территории должны вернуться. Да, Алмула. Сейчас все возможно, не удивляйтесь, если история повторится. Так, там о чем? Аслан, вы же говорите, что... Да, Дэнни, мне подкинули информацию. Сказали, что этот пройдоха находится под следствием. Не то, что посадили, под следствием находится. И за что купил, как говорится, зато я вам сообщил, да. Может, это был вброс специально, чтобы меня запутать, я не знаю. Но факт остается фактом. Сидит он или не сидит, то, что в проруби не тонет, оно остается тем, чем оно является. Да.
Мне кажется, что Китай Сибирь заберет. Ну, Юль, если верить Кириллу Буданову, у которого на карте так написано, да, то, скорее всего, так и будет. Я думаю, Кирилл Буданов очень информированный человек, очень, я бы даже сказал, информированный человек, поэтому он просто так говорить не будет, я так думаю. Валейкум ассалам, Ребель, наш воин. Северный Ставрополь, Вайн Хаелиес. Вени сел Малво, Шадек Хирдон. Если Кавказ будет отсоединен, в какой форме он будет существовать? Независимой, свободной, в виде, Кавказского союза, наподобие Европейского союза. Я так это вижу. А что там слева? Я не знаю, что там слева. Асан, какие у тебя часы? Давно хотел спросить. Любитель часов. Хорошие часы, хорошие, Дэна. Зеленое такое. Зеленое. Это флаг. Зеленое. Это флаг. Флаг Чеченской Республики Ичкерия. Горский союз. Нет, друзья, не Горский союз. Поверьте, это будет не Горский союз. Сегодня смотрели Сотника, друзья? Друзья, смотрели сегодня Сотника? На федеративной основе. На какой федеративной? Что значит федеративной основе? Будет конфедерация будет. Короче говоря, смотрите, сегодня вы, наверное, видели у Сотника, ну, сейчас надо смотреть, постараюсь, сейчас, может, найду быстренько. Жириновский говорил, что Горский союз будет. Ну вот, как раз Руслан Кутаев и занимается вот этим Горским союзом. И как раз этим занимается, сейчас как его, сейчас я постараюсь найти. Вот я нашел. И причем секунду, друзья. Я вам сейчас покажу всех вот этих сборов. Увидят только, правда, тот, кто в Ютубе. Сейчас я постараюсь. Нет. Не так. Нет, не так. Сейчас. С участием оппозиционеров прошла поздно вечером в субботу. И в этом есть символизм. Россия, по сути, совершила в Мюнхене обратный украинскому путь. Ее пересадили из первого в один из последних рядов. Сегодня же произошло еще одно конвульсивное движение системы. В Варшаве начинает работу второе пленарное заседание съезда народных депутатов России, организатором и вдохновителем которого является экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Накануне годовщины вторжения России в Украину самопровозглашенные депутаты обсудят ни много ни мало проект новой Конституции России, которая отменит незаконные путинские поправки к Конституции и самодержавную роль президента, децентрализует Россию путем передачи властных полномочий регионам и органам местного... Опа! Видите вот это лицо, друзья? Вот это лицо, видите?
Вот Пономарев, Илларионов, Кутаев, ну и разные другие якобы антипутинцы, но ни в коем случае не антироссийцы. Это люди, Пономарев и другие товарищи. Там же сидел Гудков, вы, наверное, видели, да, показал, там и Гудков, ну, все, которые здесь в Европе находятся, агенты КГБ, ГРУ, там, и просто полезные идиоты. Вот эти люди за то, чтобы спасти Россию от развала. Для нас, чеченцев, например, это крайне невыгодно, например. Да? Смысл, если Россия уйдет с Украины и останется та же Россия, то мы находимся в оккупации и продолжим находиться в ней. И вот как раз тут про Горскую республику заговорили, и Горский союз там и так далее. И именно вот Руслан Кутаев, который спокойно перемещается по миру, в Турции, сейчас это в Польше проходит вот это мероприятие, собираются русские там, ну и активно обсуждают, короче говоря, будущее Чеченской республики. Представьте, и с этими людьми, люди, которые представляли, якобы пытались обманывать нас, представлять себя какими-то там нашими представителями, эти люди вот якшаются с этими Пономаревыми, с Гудковыми и так далее, и так далее. Помните, нас в Польшу тогда пригласили, меня и Хусейна Исханова. Там был Гудков, там была Лукина, с Литвы, по-моему, она сейчас, ну это дочка, по-моему, вот этого партийного вот этого работника, номенклатурщика, который был во время вот этого ГКЧП, там развала Советского Союза и так далее. Короче, старые кадры, которые продолжают спасать Россию. Вот что нужно знать о Закаевщине, Завгаевщине и остальной Кадыровщине. Да? Это вот все, что нужно знать. Да? Вот что вам нужно знать. Они продолжают нам навешивать лапшу на уши, да? Хотят нас обмануть. Но мы их раскусили, я вам об этом сообщил, поэтому предупрежден, значит вооружен. Так. Хотят того или нет, Ичкерия будет и была демократическим государством, так как Аллах это хочет, так как наши законы это законы демократии. Да, совершенно верно, сэр. Байдена считаю тигром, говорит Садулла Гехинский, перевожу его язык, его слова с чеченского. В свои 80 лет хорошо держится. Впервые в истории, как президент США посетил страну, где идет война. Да? Да, молодец. Так. Я немножко перемотаю. Наша суверенно-демократическая Ичкерия. С нашими территориями вопрос будет решаться немного по-другому. Разборок с соседями не будет, а принудим русских компенсировать переселенцам деньгами и землей. Будут и волки сыты, и овцы целые. Да, Алмула. Смотрел Сотник, он профи. Наш Сотник это ты, Аслан. Не, Сотник реально профи. Молодец, это настоящий журналист. Я так, любитель, да. Краснодарский край должен быть у исконных хозяев, у черкесов. Говорит Руст. Я оставил у Сотника комменты насчет Пономарева и других. Правильно, пишите комментарии, друзья. Везде пишите комментарии. Так. Кутаевы, Пономаревы, Заки, Маки, Куры, Муры – это рашисты. Да, Самбек, это люди, которые не думают о чеченском народе. Они думают о чем угодно. Freedom, Хайоль Бюстик. О чем угодно, но не о чеченском народе. Наш хоук тайпан.
Нашел ухсо. Как думаешь, нападет Китай на Казахстан? Я не знаю, не думаю, что нападет. Белгород будет Украиной, как вы думаете? Ну, в таких случаях говорят, Юля, иншаллах. Дай бог, чтобы он был Белгород Украины. Почему нет? Нужно наказать. Кёнигсберг, например, забрали у немцев, и немцы за эти 70-80 лет ни разу ничего не сказали. Надо отдавать. Так что так. Аслан, сюйга мазарху ума эйлара. Мазарху мау нашхо. Хайбах йозион юрт. Знаешь Хайбах, который сожгли русские террористы под командованием Гвишиани? 750 женщин, детей и стариков сожгли. Вот это Хайбах, это тоже Нашхо. Гой, это тоже Нашхо. Мазархой, это тоже Нашхо. Это гора Нашха. На ней было, по-моему, 6 населенных пунктов, которые обозначались по-разному. Как-то вот это история нашего народа, Саваш. Изучай. Мазархо, Нашхо это один из самых больших тейпов. Поэтому нужно знать такие вещи. А вы сами откуда родом? Я город Грозный, Чеченская республика. Точнее уже город Джахар. Раньше он был, бывший Грозный. Прикинь, хосет тейпанук сахатсу хахансу. Соцакита его. Аслан Заки ночью чукочеру алхите он цахит. Я не думаю, что он поедет. С учетом того, что я знаю, я не сомневаюсь, что он приедет. Ичкерия будет освобождена мирным путем. Да, совершенно верно. Наш вопрос должен решаться политическим и дипломатическим путем. Вот как это должно решаться. 6 братьев, наверное, вайд, и момент. Но я знаю, что на наш хламтя муцархо, мазархо, ол царя муцархо, ол туах. Котертер чар, мазархо, ол укар, муцархо, ол что разные при произношении. Ну, именно вот у Мазархо хранились печать, наша книга, ну, тептер олцуна, ой тептери мугари ей хилак, ой гададуль штат. Так что созав склад душу, если что, да. Цуглили дах нахт яхите ночи чу хаях волбош. Сунца и тюнгхат, и вопрос тюнглу дать. Почему ты отошел от Закаева? Я отошел, что значит отошел? Я 2 года назад, я эту историю 100 раз рассказывал, ко мне из его правительства человек сел в машину и предложил работать на русскую разведку, на российскую разведку. После этого я, конечно, его тогда не подозревал, начал выяснять, сказал он с твоего правительства, он мне соврал, сказал, что нет, он никакого отношения к нему не имеет. Потом выяснилось, что все-таки имеет, и он был замом представителя Закаева здесь в Берлине, вот человек, который мне предложил работать на русских. Вот я начал разбираться, копаться, начал вспоминать, что мне говорили раньше люди, когда я поддерживал Закаева и думал, что этот человек вот реально заботиться о чеченском народе, о государстве там, и так далее, и так далее. Вспоминать начал, общаться начал с людьми и пришел к выводу, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Вот и все. Хитерсо мусим, хитерсо ауи. Вот поэтому я отошел. Асасо Германия, Ухам, Шварт, Фанач, Хиллаваша.
Да, Мустан, есть такое дело. Фанач бац, вежрибу, ежрибу, хунет ябеш. Фанач бац. Я ничего не делаю, чтобы понравиться кому-то. Наоборот, я не умею даже как-то правильно преподносить кое-какую там. Я могу эмоции проявить. Ну, много там вещей, которые сейчас я не буду себя еще раз дополнительно критиковать. Поэтому люди просто хотят говорить, слышать правду. И я говорю эту правду. Несмотря ни на что бы мне это не стоило. Что бы это не стоило всем моим родственникам, которых уже у меня не осталось. И здесь, которые были тоже в Европе, и там в Чечне, и так далее, и так далее. Поэтому людям нужна правда. Люди хотят верить человеку и доверять этой информации. Я погрузился в эту тему, я начал разбираться в этой теме, я много себя дискредитировал, в первую очередь вот этим связью с этой Закаевщиной, там не один Закаев, хотя среди Закаевщины есть, я могу поручиться, на мой взгляд только это, что эти люди честны и порядочные, тоже пребывают в плену пропаганды, в плену разных там моментов. Но там есть и порядочные люди, поэтому Закаевщина, Шаягую, Альчинистец. Но вокруг вот самая верхушка, которая там рулит вот этим всем, вот это вся тема, которая никакой пользы для чеченского народа не приносила и приносить не собирается. Вот поэтому все. Аслан Малцаев, твой друг. Я не понял, кто такой Малцаев. У тебя есть факты против Закаева? Факты, аргументы и факты, факты. Какие факты есть, я приводил. Не все, конечно. Есть факты, которые я приведу, когда настанет время. Так они есть в записи у меня есть. У меня есть свидетельские показания разных людей. Аудио, видео сообщения, видео формате. Есть живые свидетели многих вещей. Конечно, все, что есть, все вы узнаете. Может, они проверяли тебя. Да, это тоже я уже 100 раз говорил. Да, проверяли. Когда ты задаешь такой вопрос, может, они тебя проверяли, задумайся, если вот ты юзер, да, 85 у тебя оканчивается, юзер 85 я тебя назову. Если ты работаешь на русских, юзер 85, и к тебе подходит человек и предлагает работать тебе на русских. Тебе не кажется это слишком тупой проверкой? Ну, слишком тупой. Даже для 3-летнего ребенка. Тебе не кажется, что если ты работаешь на русских, и к тебе подойдет кто-то и скажет работать на русских, у тебя возникнет мысль, а не проверяют ли меня? Ведь ты уже работаешь на русских, правильно? Ты-то точно знаешь, что ты на них работаешь. А те, кто к тебе подходит. Это то же самое мне Закаев сказал. Я ему сказал то, что я тебе сейчас сказал. Как они могли меня проверить, если они уже, если работает человек, как они могли это проверить? Таким образом, все, на этом больше вопрос, что меня проверяли, не поднимался. Хотя именно это мне Закаев первое начал втюхивать, да, рассказывать, что начал. И там не только же вот сам процесс был, что мне предложили работать на русских. Один человек предложил, он мог кто угодно быть, он мог туда вписаться, втесаться, как-то внедриться, и потом, он пешка, вот этот человек, который ко мне, он, вообще он, самые низкие роли он там играет. Это торпеда, которую пожертвовали, которую запустили. А потом произошли очень странные вещи. Очень странные вещи начали происходить. Все бросились защищать этого человека. Вообще не слушая меня. Я ни разу не давал повода, где-то кого-то обманул, кинул. Не просто вот в этой теме Закаевщину, вообще чеченцев, которые здесь есть. Ни одного человека в России вы не найдете, кого я кинул, кого я там обманывал, кого я там кидал, там врал. Не найдете вы так. Я адвокатом работал. Но я скажу вам, адвокаты очень часто так любят злоупотреблять. Спросите кого угодно. Никого вы не найдете. Ну только если сейчас назло не начнут говорить. Поэтому не было оснований меня подозревать в лжи. Надо было разбираться. Но почему-то близкие люди
Закаева начали мне говорить, что я что-то придумал. Ладно, оставим это. Давайте, друзья, я хотел рассказать, у нас уже время почти час в эфире, хотел сказать про 23 февраля 1944 года. 23 февраля 1944 года, когда все наши мужчины были на фронте, русские террористы во главе со Сталиным решили решить вопрос окончательно, чеченский вопрос. Как евреев и цыган хотели истребить немцы, также Сталин и НКВД решили истребить чеченцев и ингушей. Всех под корень, до единого. Пока все мужчины на фронте. Чтобы они не вернулись, чтобы они опять не начали требовать свои права и так далее, и так далее. В итоге произошло то, что произошло. 1944 года, в 20-х числах, в начале, в конце, во второй декаде февраля начали подселять в каждый дом 2 солдат и офицеров, 3 солдат, в каждый чеченский дом. Говорили, что 23 февраля будет готовиться парад, а у всех чеченцев, у кого-то, не у всех, у кого-то, хотя забирали всех, была насильственная мобилизация, как сейчас, и забирали всех на войну. И в итоге людям сказали, у людей были родственники на фронте, и люди сами брали этих солдат к себе домой, кормили их, поили, как своих. Ну, кто был в Чечне, знает, что такое чеченское гостеприимство, вообще чеченское отношение к людям, которые в чем-то нуждаются. Вот эти люди меня очень хорошо поймут. И всех приютили, приняли. И вот у моего одного дедушки, тоже очень интересный такой момент, жил узбек. Офицер он был, с ним было 2 солдата. Этот узбек наизусть знал Коран. Этот мой дедушка, он двоюродный мой дедушка, он умер недавно. Вот он мне сам рассказывал эту историю. И этот узбек знал наизусть Коран. Ну, хафизы их называют. И пошли слухи, что чеченцев будут выселять всех. И мой дедушка или кто-то из его родственников спросил этого узбека, мусульманин, там, Коран знает, ну, не может такого быть. И он сказал, правда, что нас будет выселять? Потому что уже все говорят, что нас собираются выселять и так далее. Он успокоил, сказал, нет, нет, ни в коем случае, о чем вы говорите, никто вас выселять не будет, все нормально. И вот благодаря этому как бы люди расслабились, успокоились. А на самом деле утром 23 февраля их всех собрали, разрешили взять небольшую с собой еду в дорогу и отправили на смерть, на уничтожение. Это называется депортация и так далее. Это не было никакой депортации. Депортация — это законные действия, можно сказать, перемещение лица с одной точки в другую точку, насильственное перемещение. А здесь же до Казахстана, куда большую часть чеченцев отправляли поезда, в составы шли 3 недели. И как мне тут правильно Вахид напомнил, сперва хотели утопить в Каспии хотели утопить всех чеченцев, хотели построить, там не глубоко идет вода в Каспии, хотели построить железную дорогу и всех чеченцев топить в Каспии хотели. Опыт у них имелся, в Черном море они очень много черкесов утопили, ну, решили как-то избавиться. Это тоже подтверждает тот факт, что никакой депортации не было. Это был геноцид под видом депортации. Как не было никакого экономического кризиса или продуктового кризиса в Украине в начале 20-х, 30-х годов, когда геноцид под видом экономического, там, продовольственного кризиса, который они называют. Все это было искусственно, это самый настоящий был геноцид, голодомор, как мы знаем, был геноцидом. Точно так же и депортация была самым настоящим геноцидом.
Когда туда на место мы приезжали, уже кто доехал, да, потому что очень многие умерли по дороге, поезд останавливался, тела выбрасывались вдоль дороги, и поезд шел дальше. Вот это казахстанская дорога, которая там есть. Наверное, там до сих пор лежат кости людей, которых тогда там побросали. Потом доехали люди 3 недели, ни еды, ничего нет, холод, голод, и не самое теплое место, как мы понимаем, отправили. Это Кустанайская область, там другие северные районы. Некоторые отправили в Киргизию, некоторые оставили другие места, но большая часть отправили в Казахстан, именно чеченцев. Ингушей отправили, по-моему, большую часть в Киргизию, ну и так далее, и так далее. Когда мы туда приехали, нам, местным людям, сказали, была война, люди жили небогато, как мы знаем. Людям сказали, что к вам едут люди, которые едят детей. И первое время наши люди не видели детей у местного населения и думали, какие бедные люди, у них нет детей. А те прятали своих детей, чтобы чечены их не съели. Да, Даник Пьяно. Узбек был НКВД, нет, военным он был. По-моему, военным, я вот не знаю, НКВДшник он был или военный. Наверное, был НКВДшник. Короче говоря, вот произошла вот такая ситуация. Первые 3-4 года нам никто не помогал. Никто. От местных тоже, за редким исключением. Даже подойти не давали. Если мать оказывалась в одном населенном, так называемом населенном пункте, потому что заселялись там землянки, рыли там и так далее, там коровники заброшенные, там что угодно заселяли, куда угодно. И чеченцы не могли из одного населенного пункта пойти в другой населенный пункт несколько лет. Они, может, слышали, получали весть какую-то, весточку, что там находится даже мама, папа, но не могли даже до них добраться, потому что не было документов, и чеченцам не выдавались вообще документы. Всех чеченцев, кто был на фронте, отозвали и отправили в ссылку вслед за своими же родственниками. И вот все, что произошло. И таким образом мы 50 лет помнили эту дату. Мы помним все эти рассказы, мы помним рассказы, которые произошли 50 лет. Мы говорим об этих событиях своим детям, своим внукам. И, конечно же, мы говорим о тех событиях, которые произошли вот последние 20-30 лет назад. Конечно же, ничего не забыто и ничего не прощено. И никогда этого не произойдет. Мы просто из другого теста сделаны, чем русские. В итоге, в 1994 году, буквально за год до начала войны, Джохар Дудаев, выступая в центре города Грозного, тогда еще города Грозного, на открытии мемориального комплекса, вы все видели, наверное, этот комплекс, где рука с мечом торчит из-под земли, и со всей Чечни были собраны надгробные плиты, которые русские использовали для дорог, для свинарников, для других своих каких-то нужд. Ну, как и положено разным мародерам и бандитам. И он заявил тогда, и я, конечно, забывал это, но мы должны соблюдать это все. Он сказал, хватит нам печалиться. Сейчас я дословно зачитаю его слова. Ai momento, Deon. Ai no momento. Так. С Днем национального возрождения. Наши враги хотят, чтобы чеченский народ был в постоянном трауре и постоянно оплакивал безвинно убитых родных и близких.
Мы отказываемся от вечного траура. Чеченская нация сильна духом и верой. Отныне и навсегда этот день станет днем возрождения нашей нации. Днем демонстрации того, что мы живы и боремся, несмотря ни на что, несмотря на все усилия наших врагов ввергнуть нацию в вечный траур. Мы не будем оплакивать, мы не будем, и мы не забудем, и мы не простим. Президент Джохар Дудаев, Чеченской республики Ичкерия, Джохар Дудаев, 23 февраля 1994 года. Мне тут один пишет Владимир Кокаев, наверное, осетин. Осетины в 1925 года рождения практически все погибли в ВОВ. А вас эвакуировали в глубокий тыл и спасли, говорит. Вот этот подхолопник мне такое заявляет. Так вот, подхолопник, я тебе напомню, что депортация, так называемая депортация, а точнее геноцид при участии некоторых осетин, и вот последний геноцид тоже, кстати говоря, напомню, произошел с 1944 года, когда вся территория Советского Союза была освобождена и война шла на территории Европы, если ты не помнишь. И ни один русский солдат, немецкий солдат, за исключением, может, каких-нибудь диверсионных групп, не ступил на чеченскую землю. От кого вы нас спасти хотели? А? Ну насколько можно быть просто... я понимаю, вы нас ненавидите. Я понимаю, за что. Да? Вы холопы, вы подхолопники. Мы свободные люди и будем ими всегда. Несмотря ни на что. Но нельзя же свою тупость, вот так откровенно, свою вот эту ненависть прикрывать такой тупостью. В 1944 году совсем другие были события. Не было ни одного случая в истории взаимоотношения с русскими террористами и фашистами, нас, чеченцев, чтобы они нас в чем-то спасали. Только убивали, только угнетали, только грабили. Так что 25-го года у них там все погибли. Я надеюсь, я ответил тебе доходчиво. Павлодарская область полностью была заселена ингушами. И я родилась в Ссылке, были и в Костанайской. Павлодарский из-за Казахстан мой. Кокаев. Кавказ защищали, я не знаю от кого они, но в 1944 году война шла уже далеко от Кавказа. Я не знаю, где твои там 25-го года рождения защищали кого-то, но уже, ты извини, холопы это русские, которые согласны терпеть вот это все. А ты, осетин, ты подхолопник. Поэтому у тебя положение чуть-чуть похуже. Поэтому ты подхолопник, подучись немного. Так, давайте, друзья, я почитаю комментарии в YouTube. У нас нет траура, у нас радость, что рашки капут. Да, Самбек, абсолютно верно. Абсолютно. Так, друзья, давайте я чуть-чуть почитаю комментарии из YouTube. Асан, что вы думаете по поводу заявления Меркеля о том, что Минские соглашения проводились с целью купить Украине время на военную подготовку? Я сам не знаю, что ответить по этому поводу. Я тоже не знаю, Николас. Я не знаю, какие у них там игры были, что они там делали. Вполне возможно, вполне возможно. Может, Меркель сейчас как бы пытается что-то отыграть для себя. Я не знаю. А что вы думаете по поводу заявления? Вот теперь непонятно, кто на кого работал и кого проверял. Так, понятно, это мы уже немножко ушли. У нас нет траур. Так, мобилизация, русские с чмошникам тоже помогли от войны.
Асань, какие же они бессовестные? Осетины выходили замуж за немцев. Есть фото и документы, когда немцы были в Осетии. Да, кстати говоря, была русская освободительная армия РОА, да, были осетины, которые переходили, были дагестанцы, были все, но почему-то чеченцы, ингуши оказались вот, ну, самыми большими. Хотя нет никаких фактов, нет никаких доказательств этого. Единственная какая была угроза для них, то чеченцы, которые 4 года провели в окопе с русскими, вместе с советскими гражданами, получили боевой опыт, вернутся на Кавказ и поднимут этот Кавказ, отсоединиться от этой богом проклятой, сатанистской советской власти. Вот чего боялся Сталин. И он понимал, что чеченцев не переделать. Как кавказец, он знал нас. Русские пытаются нас переделать, хотя истребить тоже они пытаются. И они тогда решили, давайте решим на корню этот вопрос. Ну вот, что могли, они сделали, это правда. Они сделали очень много. Мы потеряли очень много людей. Очень много. Вот чего боялся Сталин. Так. Так, друзья, что-то у меня. Так, все. Сталин тоже осетин. Нет, ну может осетин, я не знаю. Леди, хороший вопрос. 25-й год, в начале войны сколько ему было? Ну, 16 лет было, получается. Наверное, из-за того, что закончились, да, получается, все, вот, он выжил каким-то образом. Так. Хлоп Какаев топит за палачей его дедов. Ну, вот это меня всегда удивляет. Русские топят за Сталина, осетины топят за Сталина. Я удивляюсь этих людей. Их уничтожал этот человек. Я не понимаю, как можно. Неужели в истории нельзя найти нормального какого-нибудь лидера, их царька, который, ну, их не так много убивал. Вот кто их мало убивал, он для них вообще никто. Если он гуманизмом страдал еще, если чуть-чуть у него задатки гуманизма, так он их враг получается. Так. Ассаламу алейкум. Духбаран Муарбек, Махарбек. Духбаран. Умайот, умштаюцу, уча. Нукийцаной. Москва — это империя дьявола. Жаль, что грузины отговорили Абрека Куту убить Сталина, когда его чеченец мог убить за изнасилование 14-летней девочки. Это уже диагноз, да, Фрей, это диагноз. Сталин грузин. Да, я думаю, он грузин, Сталин, все-таки. Все-таки, друзья. Поэтому, друзья, возвращаясь тут к теме, которая у нас была, отныне я вас всех призываю, это будет хороший показатель того, что мы придерживаемся. Кстати говоря, я, знаете, что вспомнил? Что мы придерживаемся нашей независимости и свободы, которая у нас имеется, наше государство, наша независимость. И этот день мы должны праздновать как День национального возрождения. В этот день мы возродились заново.
И знаете, я вспомнил такую вещь. Люди, которые будут, многие не понимают, как некоторые пишут 95-й регион там у себя в нике. Также многие не понимают. Поэтому нужно будет, наверное, спокойно разъяснять. Я сам и в прошлом году, и позапрошлом это называл Холокост 44. Хотя помнил, что Джохар Дудаев говорил, что это День национального возрождения. Но я хотел таким образом подчеркнуть о новом геноциде, который сейчас над нами происходит, что был тогда. Я имел это в голове именно это. И нужно продолжать дело Дудаева и говорить, что это день национального возрождения. И так к этому относиться. Относиться к этому как такому не траурному дню, а такому нашему дню возрождения. Это такая дата у нас должна быть, к которой мы должны будем относиться к ней как сделавших нас сильнее дате. Помните, Кадыров запретил, я для чеченцев это говорю, чеченцы, наверное, помнят, Кадыров запретил праздновать 23 февраля, отмечать этот траурный день, мы его отмечали как траурный день и так далее. Помните? На самом деле, таким образом Кадыров привлекал внимание к этому вопросу. И вспомните, к кому еще он привлек вот этим своим действием внимание. Помните? Так вот, отказался выполнять требования Кадырова и провел конференцию, приуроченную, там несколько человек собралось, провели конференцию, приуроченную к этому дню, 23 февраля, в Чечне, где убивают людей только за взгляды, только за слова, сажают на бутылки, там что угодно делают, снимают штаны с человека и заставляют бегать по беговой дорожке, убивают и женщин в том числе, и детей в том числе. Мы помним расстрелянные дети в центре Грозного. Был человек, который возмутился этому и, несмотря ни на что, провел вот эту вот акцию, был Руслан Кутаев. И тогда Руслан Кутаев, потом его посадили на 2 года или на 3 года. И потом он вышел и стал таким борцом за права чеченцев. Вот, чтобы вы знали, я ничего не утверждаю, конечно, но очень совпадение, что распиарился борец за права чеченцев. Для чеченца это очень важный день. Это было такое святотатство со стороны Кадырова, когда он запретил во всей России нигде ничего не запрещают, в Ингушетии не запрещают, а тут Кадыров решил почему-то запретить в Чечне. Странно, да? И потом Кутаев возмутился, и за это не убили Кутаева, но показали какие-то синяки на ногах, не знаю, били его, правда, или не били, но факт остается фактом. Кутаев отсидел 2 года или 3 года, это тоже не срок, так делается для легенды, очень спокойно, мы видим по Навальному, мы видим по Яшину, по другим людям, которые садятся, выходят и все нормально. Поэтому тоже для размышления вам информация, да? Поэтому мы должны этот день называть не... И мы будем так отличать, людей, которые придерживаются свободы, которые будут Днем национального возрождения отмечать, и люди, которые не придерживаются. Но мы должны для этого провести много-много разъяснительной информационной работы, чтобы объяснять людям, что это такое. Потому что, зная даже я, вновь и вновь каждый год говорил о трауре, о геноциде. Как-то так, друзья. Поэтому с Днем национального возрождения у вас, дорогие чеченцы. Да? Asam tawalani duatach chu, aswalan san madуйца ичу. Ичу вальни реаль тиш бовасю, всю жизнь России ты болбинул сагах. Они честь это его сделали, это праздник, день 23 февраля, что прошла операция и думали, исчезнет народ. Да, они так надеялись.
Так. حقوق تسعين والله. أولا دوتا ديل دي تا بوبوت قميلش تديش ودويزي تويزي ودا تسويت ودينك ديتا ودا تسويت ودعوش болняк بيتا غاسق شغوي كرر ارت دالت غير شو كتاي وق ليچنا اس بوق روسلان عيق بوق اس حناچ غاسق شكلر ارت دولت غير شو حليچنا كتاي ليچنا بوق اس عيقا بو تينغا بو اش ملي ليش ديك تا شو تشيق دير دات دال مقلع شو معموات نوچي قام عودل ديسن вистхели ищёч шадл قام родственник заложники лац واخوشندل قومي короче эрабол غاسقشن ты болбеш берши аферишчи мошенникши пройдохши проходимши короче واخوشن энс قамилш да бюлбеш шуна معموات шун аждуйцег баду дац дугдагыш дац тро غير датчун غاسقшиц тро цанна горский республики уқидовар датчун тро Россиец хир датчун трун шу цадиес шу غاسقي موات цабиез Россия цаиез Россия илу жог Россия дауру ирвац нохчичва ховет дири хадавани ри цавани совита ابريك حيديك قال سويجا يزدش حيديك يزديس سويجا يزدش. Мы должны хорошими словами вспоминать Хрущева, ведь он провел реабилитацию, дал возможность. А дело хорошими словами. Хрущев, он и Хрущев. Кто разрешил вернуться, кто разрешил нам, заставил русских террористов, НКВДшных террористов разрешить нам вернуться, вынудил их. Это был Абдурахман Автарханов и два его товарища, которые здесь в Европе находились. А никакой не Хрущев, никакой не Микоян, там разные есть версии, кто нам разрешил вернуться. Ничего подобного, ничего подобного. Мир вынудил, Англия, Америка вынудили, да, из-за того, что Абдурахман Автарханов занимался этими вопросами, да. Схун микрофон камеры есть и все. Схун то еще да адить. Но بعدك ديش حسن نولشن داليشن إيه سوقشن واتر سو حسن that's going on. Атер вачевега. А как тебе Европа? Ты нашел рай в Европе? Рай будет только на том свете. А здесь я нашел свободу слова, защиту своих прав и много-много-много ништяков, я тебе скажу. Нам разрешил вернуться Аллах. Зора массаж костоправ рейки. Никач о зора бадыгдич. Аллах, Господь, наш Создатель, Он, конечно, повелевает над всем. На самом-то деле, без, например, у тебя массаж, костоправ, рейки ты пишешь, да, если у кого-то болит спина и ты делаешь ему массаж, то поверь мне, Аллах исправляет твоими руками его спину, допустим. Но если он не пойдет к этому массажисту, Аллах не исправит эту спину, понимаешь? Поэтому, когда вы что-то говорите, не говорите просто, чтобы сказать, заполнить вот просто пространство. Все знают, верующие люди, всех религий знают, что на все воля Божья. Это не тобой придумано, и не мной. Все об этом знают. Америка вынудила. Да, Хаммер, совершенно верно, Америка вынудила. Аса, уже заело у тебя НКВД, ФСБ, давай новое, не тянешь. Я смотрю, тебя задевает, да? Конечно же, заело или нет, но вода камень точит. И я говорю про НКВД, про ФСБ, про КГБ,
Потому что это та террористическая организация, которая на протяжении века уничтожает мой народ, а еще раньше русский империализм уничтожал мой народ. Вырезал всех кавказцев, которые там жили, всю нашу кавказскую нацию вырезали. Поэтому, извини, конечно же, но ваша гибня сейчас не в фаворе, и вам придется немножко залезть под корягу и там оттуда визжать. Так. Дэнни, а немного ли ты хочешь со своими вопросами? А? Немного ли тебе запись показать, еще что-то дать? Всему свое время. Тебе знать не обязательно, если ты не являешься Нашхо Эльдаровым, который мне предлагал на русских работать. Тебе всего знать не обязательно. О, Кокоев тоже вылез, да? Видно, гибнюк где он. Гибнючня. Гибня. Ничего, да он. Не всегда же вы будете убивать. Вас тоже, вас ведь вы же сами себя тоже расстреливаете. Вот вы сейчас начнете, вас сейчас Путин будет вас расстреливать, гибня. И не спасетесь. Так. Заки создал свой драмтеатр, Асламбек. Да, Асламбек. Видимо, да. Аслан, с Иордании даже парня Джафар преследовали за акцию 23 февраля, а Кутаева посадили и свободно ездить по миру, и он не может. Да, наверное. Я вам говорю, что никакие 300 миллиардов ни у кого не конфискуют. Ни самого Путина, никого из кремлевского не накажут. Все это болтовня и цирк. Босс 2022. Мне кажется, ты немножко уже в своей конспирологии уже далеко ушел. Уже конфисковали. 340, по-моему, миллиардов долларов. Это, по крайней мере, несколько недель назад эта информация была. И уже эти деньги, вот сейчас, когда в Киев прилетел президент США, он 500 миллионов из них уже передал. И еще будет передаваться. Поверь мне, там все нормально. Вообще-то унизили наш народ в тот день. Сталину удалось сделать то же, что даже Хромому Тимуру не удалось. Ну, мы же не должны все время плакать по этому поводу. Мы должны поднять голову и продолжать идти дальше. Если это Дэнни из Москвы, пошли его ко всем чертям. Дэнни, если ты из Москвы, тебя уже вот отправили, да. Зора нервничает, дешеваться просто. Такой у меня темперамент, да. Абсолютно не нервничаю, абсолютно. Просто такой вот у меня темперамент. Который сказал, нам не нужна независимость, как кроме от Аллаха, Амилу и Воксаль. Как говорили наши старики раньше, что наступит время, когда выяснится, кто есть кто, эти люди не будут скрываться. Они все на виду и видно, кто есть кто. Да, вот это время сейчас настало. Откровенно, Асламбек, это время настало. Вообще абсолютно не парятся, да. Ты посмотри на президента других стран и на президента РФ Владимира Путина, кто на что похож. Да, президент России, царек Вовка Путин, похож на крысу, старую облезлую крысу. А другие президенты, ну не все, конечно, но очень даже нормальные. Просто у вашего террориста на лице написано, что он ублюдок.
Путин готовит их к лагерю в закрытой стране после поражения, без выхода на свет. Рабы крепостные в рай не попадут. Рабы злорадствовали агрессии, они как раз так и сдохнут. Да, конечно, он к этому готовится, но есть одна проблема, да, никто не собирается оставлять Путина и банду ФСБ. Никто их не собирается прощать и просто разрешить им там жить спокойно. Нет. Украина уже получает ракеты. Помните, я говорил про томагавки, про ракеты, которые будут поставляться. Уже они поставляются. И Украина может с Киева просто запускать ракеты, не подходя даже близко. И бомбить, и так в каменный век загнать фашистскую Россию. Аслан, ты прав, наступит время, и ты пожалеешь о своих словах. Иншаллах, говорит. Человек, который заступается за ФСБ и НКВД, предлагает мне пожалеть о моих словах, и при этом говорит иншаллах. Если ты за НКВД и за КГБ, то ты уже не мусульманин, ты вообще не верующий, ты сатанист самый настоящий. Ты раб дьявола. Пожалею я или нет, это я решу, понимаешь? А не ты. Буду очень благодарен, если вы выложите факты о сотрудничестве Закаева с Россией. Я ничего выкладывать не буду, я то, что сказал, я сказал. У меня есть кое-какие факты, но я не имею возможности их озвучивать, по крайней мере, пока. Связан он с Россией или нет, я вам не скажу, это тоже не касается вас. Да. Вот там по вопросам, почему я запись не выкладываю, еще что-то не делаю. Ну, посмотрите, я прямо называю фамилию, имя, 2 года уже. Говорю имя, фамилию, Закаева называю, который является его патроном. Непосредственно, кто мне предлагал работать, кем он был, кем он замом был. Все, я все это говорю открыто. Почему эти люди не уходят? Тогда они меня обложили и душили просто. Они меня в начале в этом, как только я об этом заявил, как только я написал заявление в полицию, сразу же они меня душили. Я должен был там прийти на примирение. Потом получилось так, что тот человек говорил, что он этого не говорил, что я все выдумал. А потом выяснилось, что он потом, когда они заподозрили, что у меня есть запись, точнее мой друг сказал, что у меня есть запись им. В споре. У него это вырвалось или не знаю. И после этого они сказали, он пошутил. И все, после этого весь сыр-бор закрылся полностью. Все. Имя Аслан не произносится открыто. И эта тема не обсуждается. Не знаете, почему они так себя ведут? Я тоже не знаю, почему так себя ведут. Очень странно, не кажется ли вам? Если я говорю такие вещи, и ни один человек, вот я в прямом эфире, я призываю вас заходить и говорить мне, если у вас есть факты. Давайте, заходите, говорите мне. Но никто не приходит, они даже мое имя не произносят. Да, они за моей спиной распускают слухи, что я работаю на ФСБ, что я работаю на ГРУ, что я там такой-сякой, там атеист, воинствующий, враг мусульман, там много чего они распускают. Но почему-то не говорят о том случае и прямо в лицо мне это не говорят. Вот я предлагаю, если вы мужчины, кто называет меня ФСБшником, кто говорит за спиной, вы уже старые, мне отцы уже годитесь некоторые, кто распускает эти слухи. Если вы мужчины, если вы правду говорите, я на вас ни суд не подам. Приведите ваши факты, я говорю. Скажите, докажите, что я в ФСБ работаю. Скажите. Немецким властям тоже будет интересно узнать, что я работаю на ФСБ. Давайте, а то они мне тут политическое убежище дали, там, пекутся обо мне, заботятся. Скажите им, чтобы они знали, вы же им это говорили, вы же им писали эти заявления. Вы же везде писали. Ну, вы скажите прямо, будьте мужчинами один раз в своей жизни, кто говорит, что я ФСБшник. Вот и все. Здесь не так просто, я за спиной где-то что-то сказал. Я открыто сижу и говорю. Меня можно найти очень легко, можно со мной поговорить. В прямом эфире, я каждый раз предлагаю, в прямом эфире зайдите, поговорите со мной. Докажите, где я не прав. И я гарантирую, что я извинюсь и отступлю от своих слов, если вы мне докажете.
Но мне это никто не доказывает. Я только ложь, обман, ложь, обман. Вот все, что я слышу. Ложь, обман. Бизнес, бабки, бабки, бизнес. Вот что я слышал. Так, друзья, ну давайте дальше идем. Не просто всем рассказывают, всем говорят. Ну ладно, поехали дальше. Ну у нас уже 1,5 часа прошло, друзья. Давайте еще я посижу. Выпей водичку, у тебя от волнения перестало. Ну, во-первых, я уже 1,5 часа говорю, это во-первых. Во-вторых, абсолютно не пересохло, даже после 1,5 часов. Хотя уже пора бы, да, на самом деле. Владимир, ты очень сильно ошибаешься, что кто-то волнуется, кто-то переживает. Я такой эмоциональный человек, я просто взрывной характер делал. Все отлично, не волнуйся. Сейчас бюхум шелдер. Почему вас атеистом там бусал сому, но сом бусал вац богвац. Сейчас стрелять атчур стрелясан эрва лука бусал динчур. Все понятно тебе? Аса, мы обязаны нравиться мы друг другу или нет, добиться нашего освобождения от оккупации. Совершенно верно, юзер. Я именно этим пытаюсь заниматься. Все, vir el as. Hasan, ik doch zelfs eerlijk. Als schijn eerlijk zo'n die zijn geer doch. Ik doch. Вилла Сенуэль из Цевиш Уиллис. Ассаламу алейкум. Прошу прощения за опоздание. Мустафа, алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. А это проект, так. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Ты хочешь освободить людей от оккупации, а сам живешь за границей. Да, а что тебя удивляет? Ты думаешь, если бы я находился в России, я бы мог бы говорить правду, которую я говорю? Я бы уже давно был бы в могиле. Я фактически уже и так был бы в могиле, если бы не уехал бы, или в тюрьме. Так, тут поборники ислама, я смотрю, зашли. Ты совершаешь намаз, ты тот самый антитеррор. У тебя, у вас у всех уже устаревшая информация, друзья. И я про себя больше говорить не буду. Я слишком много говорил. Если я посчитаю нужным, я скажу. А так, мое личное дело, вас это не касается, да? Мерседес Аслана набирает обороты. Да, Асламбек? Хамзат, well, типа, багдать, и сейчас согласно Корану, сунну, хирду, баанулу. Will, типа, багдать, и сейчас согласно Корану, и сунну, хирду, баанулу. А там бесполезно, Фрея, там разговаривать абсолютно не имеет значения. Человек может абсолютно в лицо говорить вам одно, через минуту то же самое, ну, противоположное он может опять же вам говорить в лицо. Там бесполезно разговаривать. Это просто невероятно. Салам алейкум, брат. Привет от казаха, мы братья. Ва алейкум ассалам.
Так, россияне сами даже не понимают, что победа Украины освободит их самих от диктатуры и беззакония. Да я тут общался с кое-какими там чат-рулетки россиянцами. Мало, конечно, но есть кто понимает, я тебе скажу. Очень даже есть, которые очень хорошо понимают и надеются, что Украина победит. Так. Смотрите, какие. Тут один буфер какой-то зашел. Пожалуйста, скажи, а кто дал вам право освобождать людей и решать за всех? Ну так уже оккупировали. Ну ты дебил, а? Просто извини, конечно, просто не могу по-другому просто с тобой говорить. Ну ты даже задаешь, кто дал право освобождать людей? Просто сам подумай. Освобождать людей это уже законное право. Ну ты просто, ну сам подумай, ну елки-палки. Ну вроде взрослый человек, писать даже умеешь. Ну, например, под Москвой стоят немцы в 41 году. И потом начали освобождать одну территорию за другой, одну за территорию. Ну кто дал Сталину право, кто дал советским гражданам право? Немцы же уже захватили. И уже русские, советские и белорусы жили уже при немцах, им все нормально, нету вашего Сталина, советской власти. А тут приходит советская власть и освобождает. Кто вам дал право освобождать? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? И вот такой же, как и ты, вот этот, подхолопный этот, тебе поддакивает тут. Они думают, что если они только молятся, что они уже мусульмане, но забыли законы ислама. Они все законы забыли. Ассаламу алейкум, братья и сестры. За цензуру и мат сразу блок предупреждения. Ва алейкум ассалам. Асан, ты вроде очень адекватно, реально веришь, что Украина сможет даже с помощью Запада? Нет. Дискуаред. Иди за русским кораблем, дружище. По-братски, да? Конечно, верю, я убежден в этом на 150%, понимаешь? Алейкум ассалам, муслим. Какие у вас планы на Чечню? Отличные у меня планы на Чечню. Так, все, кто про Аслана бред пишут, что он атеист и прочее, вы лучше на себя посмотрите со стороны, как вы в барбершоп ходите и мажете бороду хной, как некоторые ЛДПР пьют коньяк и делают разные даги. Аслан, что ты можешь сказать о Скотте Риттере и ему подобных, которые играют на руку Кремлю? Я не смотрю вот этих разных людей, Скотта Риттера. Я знаю, о ком ты говоришь, но я его не смотрю. Свобода слова. Свобода слова. Каждый имеет право выражать свое мнение. Слава Богу, это его позиция, она не главенствующая ни в Америке, ни на Западе. Я знаю, что заводы военные Германии, где делаются танки, снаряды и самолеты, увеличили обороты и безопасность. Я знаю на 100%. Да, Самбек, сейчас Германия просто на всех парах начала. На всех парах начали работать. Когда появятся свободные русские, начнется конфликт между свободными и Манкурк. Вот тут начнется самое интересное. Недавно Рубати показывала в стриме фото Тумсо с майором ФСБ. Как ты думаешь, это правда? Я не видел эту фотографию, я не знаю, правда это или нет. Я знаю, что Тумсо Абдурахманов работник российских спецслужб, который во время активной фазы геноцида занимался переводами и прослушками чеченских партизан и недовольных, несогласных с властью, с оккупационной властью, пришедшей на нашу землю. За это стал замом директора, да, или кто он там был, по электросвязи, прослушкой связи. Вот и все. Понятно, что человек является... Это только вот один эпизод, который нельзя опровергать, и который известен нам всем. И что он здесь, в России, занимается, какую работу он ведет, я это говорил неоднократно, как он нам мешал, как он нас пытался, мешал нам проводить митинг перед прокуратурой,
в Берлине, когда убили Зелимхана Хангашвили, мы пытались привлечь внимание немецких властей к этой проблеме, и немцы не хотели возбуждать дело по статье политически мотивированное убийство, то есть террористический акт, за которым стоит государство, российское государство. Хотели спустить это на бытовую тему. И именно тогда Путин сказал, что это разборки какие-то бандитские у них там были. Это вот он так прикрывал. Я, кстати говоря, тогда тоже сделал обращение к Путину, к террористу Путину. Поэтому, конечно, Тумсу Абдурахманов и его брат являются засланными агентами российских спецслужб, которые работают на Россию, на ФСБ, ГРУ, РОЖ и так далее, и так далее. Это враг чеченского народа, враг чеченского независимости и свободы. Враг, конечно, это громко сказано, это такая мелкая глиста, которая будет отвечать по закону, чеченскому закону, этот человек будет привлечен к уголовной ответственности. Фотография у него с ФСБшником или нет, это не имеет значения на самом деле. Его окружение, где на мотоциклах они катались, там все были агенты ФСБ, почти все. Как-то так, друзья, как-то так. Я это много раз говорил, не перестаю опять повторять. И дальше буду, когда захочу, буду опять говорить об этом. Да? Я это прямо говорю и прямо говорил и заявляю. Кто не согласен, вот мой ТикТок, прямой эфир, заходи и доказывай, что это не так. В противном случае, вечно был. Так. Да, Фрея, ты тут спрашиваешь, если мы знаем, что они агенты, знают ли государства, в которых они проживают, что они являются агентами? Конечно, знают. Здесь местные западные разведки знают о нас даже того, чего мы сами о себе не знаем. Я не преувеличиваю. Они очень хорошо нас изучают и знают прекрасно. Я имею в виду чеченцев. Если вы обратите внимание, агент российских спецслужб Абдурахманов не получил нигде политического убежища. Ни в Грузии, ни в Польше, ни в Швеции. А что в Швеции он получил, это была очередная ложь. Потому что как раз я начал говорить про его вот эту инсценировку с нападением, он сразу сделал вид, что он получил это. Но после этого он пытался через Германию, какого-то полицейского в Берлине, получить через какого-то агента СБУ, у которого родственник работает в Берлине, дагестанец, по-моему, или азербайджанец это был, который работает в немецкой полиции в Берлине, пытался получить документы, что он беженец с Украины и так далее. Там все просто ложь. Там рассказывать, объяснять. Я не понимаю, что есть еще какие-то люди, кто еще в это верит. Но мы возвращаемся к тому, что здесь не знают. Знают. Но вот эти волосы он отпускает, говорит иншаллах, машаллах, и он людей подводит, и все вокруг него, кто собирается, там же есть не просто агентура, которая вокруг него собирается, есть еще обманутые им люди. Вот эти обманутые люди могут представлять потенциальную угрозу для европейских стран. И для европейских спецслужб очень удобно, не предоставляя политического убежища человеку, который находится здесь в Европе, наблюдать все, кто к нему подходит. Это же большой объем работы, который делает за них вот этот агент российских спецслужб. Россия так делала очень много раз. И западные спецслужбы очень хорошо пользовались этим. Россия участвовала в международной борьбе с терроризмом, с исламским терроризмом. Ведь Россия является главным зачинщиком вот этого исламского терроризма. Ведь Константин Боровой нам рассказывает, что ГРУ к нему приходило за несколько дней до атак, за несколько месяцев, по-моему, атак на башни небоскребы, башни-близнецы в Нью-Йорке.
за которым стоял Аль-Каида и так далее. Ведь у Советского Союза в арабском мире очень много было агентуры. Очень много. Как нигде просто в арабском мире было у нее агентуры. И это очень удобно. И западные спецслужбы им пользуются. И они в любой момент выкинут. Вот сейчас забрали по какой-то причине, угроза, там опять инсценировка, он должен получить политическое убежище. Любой ценой они пытаются дать ему политическое убежище. Любой ценой. А если какой-то суд, немецкий суд, шведский суд, примет это решение, это значит на законном основании будет. Все, это имеет законную силу. А суд, как мы знаем здесь в Европе, он независим. То ты в Польше судишься, не получается, идешь в Швецию судишься, не получается, потом дальше идешь. И где-то в конце концов выстрелят, и тебе дадут это политическое убежище. Потому что суд здесь на самом деле независим. Не может он повлиять. Но у западных спецслужб, видимо, достаточно оснований сразу показать суду, что этот человек работает на российские спецслужбы, и поэтому ему не предоставляют политическое убежище. Вот и вся ситуация. Вот для чего пользуются. Сегодня, например, люди, которые говорят против Кадырова, эти люди нужны здесь на Западе. Англии нужны, Америке нужны, Европе нужны. Зачем они нужны? Потому что Кадыров враг. Ну вы посмотрите, Гудков, Геннадий Гудков, КГБшник, занимался именно инакомыслящими в Советском Союзе. Пономарев, депутат. Фейкин во Франции, говорят, живет. И другие люди, которые здесь живут. Это все люди из системы. Они якобы против системы, и поэтому они здесь находятся. И через них западные спецслужбы, западные политики, западные там другие люди, активисты пытаются делать свои какие-то дела. Их задача ослабить режим Путина. Моя задача такая же: ослабить режим Путина, ослабить террористический режим, который убивает чеченцев в нашей стране, оккупированной русскими террористами. Но наша задача разъяснять. Наша задача чуть больше, чем у немцев, чем у англичан или американцев. Наша задача чуть больше. Наша задача, чтобы агент российских спецслужб, помогая разоблачать, уничтожать Кадырова, допустим, или делая вид, что он помогает этому, тем самым не дать вникнуть в наше чеченское общество российским шпионам. Потому что их и так достаточно, еще не хватало, вот такие будут здесь проникать. Вот это очень сложная тема, и здесь не думают о нас. Здесь думают о безопасности своей страны. Вот и все. У офицера немецкой разведки нет задачи спасти чеченское общество. Его задача, чтобы на его территории, где ему отведено, не было терактов, не было никаких там исламистских разных придурков и не было каких-нибудь других. Если это способствует, они будут терпеть его. А чего не терпеть? Зачем? Почему не терпеть? Ничего у них не просит. Гражданство, позитив они ему не дают, политическое убежище не дают. Ну, мотается с одной страны в другую, в третью, в десятую. И так будет дальше мотаться. И что? Ничего страшного. Им угрозы нет. Мы должны о себе думать. Вот и все. ВОЗ, а не только наши, но и русские спецагенты, МБРС. Ну, вот, а и всех это касается, это всех. Немецкие службы о нас знают больше, чем мы о нас. Они могут сказать, чем твои и где, и когда чем занимались. 100 пудов, у них есть свои источники. Да, совершенно верно, есть свои источники, там много есть информации. Вообще вся информация по чеченцам, она стекается в ООН. Когда вы здесь сдаетесь, получаете политическое убежище и так-сяк, вообще пересекаете границу Евросоюза, все наше досье уходит в Организацию Объединенных Наций. И там копия остается в стране, куда мы прибыли, и туда уходит копия. И там уже, если кто-то интересен, просто вас полностью до 7-го колена изучат, посмотрят, ваш генотип посмотрят и все остальное.
все, что нужно. Вы даже забыли, что вам нравится, что вам не нравится, чем вы увлекаетесь. Это все будет храниться и сохраняться. Поверьте. Точно так же работают вот эти социальные сети. Вы можете просто что-то сказать, и вам уже социальные сети или YouTube предлагает, например, то, что вы дома у себя. И у меня даже было такое, что ты подумал об этом, и тебе реклама уже предлагает это. Вы можете это себе представить? Я не знаю, как это удается. Может, я во сне проговорился, может быть, я, не знаю, что-то намеком как-то сказал, как-то они вычисляют. Мысли, наверное, читать они еще не умеют. Русские террористы устраивают теракт, провокацию по всей Европе. Мигранты это при примере провокации. Да? Так, всем спасибо за подарки, кто мне давал подарки. Вот, Швеция, да? Он генетин паспорт. Он генетин, гайт не он ши паспорт. Цу паспорт, цу билет, цу нюхи варео. Хас унам билет, на паспорт. А может, цу российский паспорт, может, цу левый паспорт жду. За 300, 400, 500 евро здесь много можно что сделать. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Поэтому это еще не поздно. Это еще ни о чем не говорит. Тигран, спасибо за подарки, Тигран, спасибо. Проблема в том, что в Африке одна сплошная диктатура. Я слышал, что один Алжир старается сменить диктаторский режим на демократию, даже несмотря на то, что он все еще диктаторский. Не может? Да не может. Да не может. Хангуордой Эрвач, например. Я, например, Боона, сумца цигадик. Тен вещи судью, цигах свидетель хальвишуис. Их из Германии кир до адахцува, кир-то да и кир дагоит. Может он так вылететь? Если он шведским властям приходит паспорт или кто там, миграционная служба, и говорит, мне вот вызывает немецкий суд как свидетеля. Может он принести справку, отдать шведским властям, и они скажут, ну да, поезжай. Может такое быть? Бюстикюэль Аслан, а как ты думаешь, война в Украине закончится в этом году? Да, Луизель Манго. Я очень надеюсь, что закончится. Я очень на это надеюсь. Единственная проблема, то, что позавчера или позапозавчера Байден сказал, что может и 5 лет продлиться. Я не знаю, что он имел в виду. Война в Украине 5 лет или же режим Путина 5 лет просуществует. Но цифра 5 была озвучена. Абдаллах, просто своим мнением вохкасвик. Суни раз кабеллу вуйха раз шавайтан кучуайн ица оти разу вайтна кри буяхасу. Цунделес саканал Россия запрещает дешду, со преследовать вешу. Помните, у меня родственников всех забрали тогда, пытали. Вот одновременно так получилось, что взяли и у других тоже. И у Тузика родственников якобы взяли и так далее, и так далее. Так вот, я не верю, что тогда взяли. Они долго, они по одному брали моих родственников, забирали, пытали. Сильно пытали, ну под разными предлогами. Потому что в случае, если они будут их пытать и там их преследовать, я об этом, конечно, буду писать, я и тогда писал, и буду дальше писать об этом, и говорить. И тогда получится, реально, Аслан ведь тогда тут Закаевщина рассказывает, что я засланный ФСБшник, и еще ФСБ там в Чечне подтвердит, захватив моих родственников. Поэтому нужно было как-то хитрить им. И они брали по одному, похитрили, прислушивались, прослушивались, с кем я связан, не связан. И так далее, и так далее. Потом они взяли всех скопом. У меня всех моих бывших родственников забрали. И почему-то такое невероятное стечение обстоятельств. И забрали и других вместе с моими.
Только почему-то больше мы ничего не слышали про других. Там рассказывали, этот, как его, Рус Адат, да, сын Янгулбаева, рассказывали, там, что где-то видели, или кто там из них рассказывал, что просто подошли, посмотрели окна, там свет 2 дня не горит, значит их забрали. И об этом пишут все журналисты. Понимаете, это вот подхватывает. Кавказ Реалии работает на эту тему. Ну, они, может быть, пытаются вот эту русскую агентуру, которую они выявили при нашей помощи, при своей помощи, они их используют. Они что говорят? Если мне лично говорили такое, если ты выявил агента, не надо сразу об этом всем говорить. Попробуй извлечь из этого себе выгоду. Я просто не хочу играть в эти игры. Потому что у меня сзади нету сильной, мощной государственной структуры, которая меня, если что, прикроет. А для меня у меня есть только моя репутация и имя. Я поэтому пока с ними не заигрываю. Пока. Поэтому, и вот у меня тогда захватили скопом всех родственников, ну чтобы не говорили, а везде писали, что захватили родственников, начали писать меня между делом так, между делом написали. Этот Халитова, Абдурахманова, Янгулбаева, вот эти все чуваки быстренько так подсуетились, и что их родственников тоже взяли, получилось. И чтобы вот это все утонуло, мое там было незаметно. Это так делается, они так работают. Но мне плевать. Со мной правда, а значит со мной Бог. Значит я непобедим, даже в случае моей смерти. Все, что я говорю, правда. Аллах свидетель этому. Что я говорю правду и только правду. И буду говорить эту правду, что бы мне это ни стоило. Пока она не наносит вред, на мой взгляд, вред моему государству, моему народу и правам человека. До тех пор я буду говорить правду. Как только я увижу, что не нужно говорить, я просто перестану говорить. Но не буду врать. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Тимурче. Как ты думаешь, куда он мог пропасть? Да я без понятия, куда он пропал. Куда бы он ни пропал. Пока, пожалуйста, скажи. Если все, что говоришь, правда, пусть Аллах убережет тебя. Амин, Ты боксом занимался? Занимался. Проблема в том, что в Африке одна сплошная... Так, это я уже читал, давайте почитаю. Друзья, я вам не надоел уже, друзья. Может уже пора закругляться. Читай Столыпинские репрессии. Когда поймем, откуда взялись другие народы, которые выдают себя за русских. Как только не станет Московии, диктатура исчезнет. Уже 150 тысяч убийц и детей убийц, и внуков убийц, 500 000 ночью убитых за 80 лет на сегодняшний день уничтожено украинцами. Это уже хорошая дата, говорит анархист. Да, анархист, так и есть. Нет, не надоело. Наоборот, мы слушаем тебя внимательно. Очень важные темы затрагиваешь. И так всегда, Абдаллах бин Муслим, да он. И так всегда. Açıyor. Uyuvat sokotur ruх. Уэздер сон Хусейн Исхана, Уэздер. Аслан, на чеченском скажу, что дочь тхаиш яц, ваймахкан пайдя долш, борт больш, шухильча дикдар. Валла манго, сацанница цаум мадац рис. Ни с кем, ничего с рис мадац. Раск ситуации, сацанница проблемы ацк. Вот, идух. Раск что альсен хит, так что у нас бег мобиль, со просто нюх и урвацк и все.
Не хочу я играть в эти игры. Мы поиграли в эти игры, когда мы заигрывали, да. Тогда у нас было государство, тогда у нас была армия, тогда у нас были спецслужбы, тогда еще мы могли себе кое-что позволить. Сейчас мы постгеноцидный народ. У нас вой дюйцерам дуйч, она дуй, вой гумадец, вой кара дитан цаумдец, вой цабок уяц, вой кара итан. قيتشو وينيه ما قاعد كان صعب بقويوش قاري اللي بقو بيوش قارن وين شورت بقون شيله شيء قوما لوش شو بتشلي بقون شيله وين وين ما كا وين لا تعدات وين تنديلا церц лоуз этунш бац вой шорт гарчал да иттан вой гарчал хули когда все мы будем стоять как в 91-м 94-м перед началом войны. Вот когда мы такие станем, тогда давайте, если вы меня выдвинете, скажете, играй с ними в эти спецслужбистские игры. Я пойду и буду с ними мутить, если вы мне дадите на это право. А так, зачем мне это нужно? Амин, могу. Аса хотай пон жукти у. Вац маршон бара. Айтай пон уйти швачуйосо, вацо. هم وات بريزيدنت والوش ودير وات زمان دال مولا دالر دول ويخ عودل وات دير وات عودل وات أرخيد قصون صديق الوش أصلا ты как серебро для этих вампиров, да, Байн, наверное. Аслан, мы будем стоять, да, мула, Асланбек, да, мула. Хокуку этни, налил шуя, дик нормально келар валливаться. Лазаров. Надир зни с концами. Асланбек. Но маршрут, куза ситигавик, хомуат дия сиявик, хучуаву маршрут, тигаву маршрут. Так. Жюкти речен будет. Иди кейлер лемон ход. Ну так что, дадим Аслану отдохнуть? Да, я думаю, Мустафа, надо, короче. Не жалеют они. Обусал вуй босвик. Деру, да, лахауй бусал. Я савала уэца хаук досвик, ихет. Почему АЭ принимает этих военных преступников, которые едут туда? Кадыров, Газманов и другие. Потому что два сапога пара, да он. عديل ملو حاو بالبو أجوكم عديل ملو بوسل بوي قاعد عديل ملو ما وقت عجروب دلج أو بشي كوهتن ديكا ويا ده المارشال ده لورتي هو صعب بيوات وشاب ميكش دو маршал мейкш дو. Ассаламу алейкум, вежди массу боклюшу, но все работает на весь как работает, тот и не живет на это. Кто работает, тот не живете на это. وعليكم السلام одинокий волк. Соцакит аэльчина багдич. Аузира яхай мысль дат. Сун интересю. Садел делук Аллах делук садел. Мухаммад пайгамбар. Сапая цин цуwaitан сапая мару. Тайон ижвап. Квардам дензон каждый чували. На ючел эш пшадовый свой короче. Хал бусал буй лемас деш свой шукду. На эш пшадовый чадош идит. Хет. Ю, просто, ну, садим, ну ладно. А то эти цади, что так? Ага, цаэлерцу, дроп цаделерцу, значит, вухуни бордуш, да? Хазна духшу. Хейк алдерик жюкти уолкар. Хер хамбер, наверное, Россия меч кялинага, аш доши хельче жюкти ялин олар. Аш доши хельче татар кялин олар, бусал бир. Еще умждюс, основан умждюс. Так не ответил, почему хотели тебя посадить. Я закрыл, босс, свое досье, он тебе, Хамзат говорил, закрыли мое досье на 75 лет, не могу раскрывать. Посчитаю, потом я открою свое видео на канале Реалити, там просто я все рассказываю, и про это, и про то, всю свою историю. Будет интересно, покопаешь. Или спроси у ФСБ в России спроси, они тоже про меня уже все конспектируют, записывают, они тоже тебе рассказывают.
Аслан, не отвечай этим некоторым чайникам. И цела, халги тердук цен. Сун хюга жоп хазле камел дат сутях бех мобиль. Все гилайский цаб бех белум дат иштаقية. As ist элен хазу мобиль сун бех со. Акар разно гош бу кучу болдаш. Био мелде газ до цеду чум дат провоцировать то так ишцай хач. Da olas eš vusvalēts bišķbēk, FSB no баржеш ешбу, FSB нице лейши баржеш ешбу. Дефлаг США. Ну, для тебя вынужден показать, где он. Вот висит, где он. Его бог Азуль. Лема сора мужчину и баду. Те, кто сознательно оскорбляет нашего брата, день сюда будете за каждое слово отвечать. Амин. Сун Хагамбург агин мавас мича ашво Альтона Бергидорф или Виндетта. Клеума Олег. Может, в гости заедешь ты он. Ахо Юагойч, вистрелас, да олкак су мича. Чуале. Араду важаду су аравуале. Гучвала, да олег су мича. А так хаун козар ФСБшник шана масана хаун сумича. Царь Свигаск, тот, я сейчас перешел на чеченский, тот, кто мне говорил работать на русских из правительства Ахмеда Закаева, он как раз знал мой адрес, он меня этим припугивал, говорил, мы знаем, что ты живешь в 4-этажном доме, там на таком-то этаже, по-моему, этаж он говорил. И что он думал? Steindēmē tusit doco. Cado Steindēmē, so cik mavie rebil. Steindēmē, so ka celi ildio. Аслан, Тишам Байн поэтому пишут, пойми и прости. Давай, на самом деле, конечно же, это правда. Тишам Байна и Ас резко цахум эльче шусуах кит со цасай цабуал беш бас суаго хано олу ешвал шушун цундел ас иштум эльче резко эльче вас могил инт ирдол асанин резко ала шугас штеци шушай ночи ом цдуи валлаhi савижри мадушу валлаhi ват со цанна ночи чун вубоба эрвал раск ватса раск кела висилу шватса цундел Просто ол нис бова тишам байна на хветтах со дукумш дюц дук яздеш дина бюсен яздеш инц ассан дуадуал цеёк хум цеол ишту вишту оле да оскорбление шештат шниреш ёл но хада кигу воле жет и я секция воле я вистрела каста ума цеол тига просто оскорбил чувал факт чьяля что ара моста у вас что у ара дуваже дуал хаяли факт يا ميات جديد قيقولهم تهجنز ديلا والو تبو تهرم وإنستو إني أتيستو بوزهم ورجع دو حل والو تدا سدا بوش ديد إيش تمدو так ключи от квартиры так ассаламу алейкум ва баракату совош аслан ва алейкум ассалам Машвовель, Асан, ты обвинил всех ребят, что они на ФСБ работают. Может, ты сам такой приехал недавно с Москвы? Почему недавно? Уже далеко не недавно, во-первых, у тебя устарела информация. И кого я? Абдурахманов, Атумсо и его брат, это все, что ли? Ты это имеешь в виду? Понятно. С тобой все. Аслан, лулхо, веск, хильчумаду, дэц, марша, ца проблема, веск, шанс. Раз схил аж цабях чанивайк, да, ца проблем сейчас. Все ей отвечали, что это неправда, что он живой. Никто не решал сказать ей правду. В войне кош чуа дух умдать интернет масена даться коч. Так, а вот она встречает под конец этого самого правдивого человека и с облегчением говорит: хвала всем, что встретился мне. Наконец-то я узнаю правду, ведь ты правдивый и никогда ни разу не солгал.
Скажи мне правду, то, что говорят, что мой единственный сын убит. Так. Ассаламу алейкум. Туам бин момент. Ва алейкум ассалам. Чумакове, что цигауэр квиндетта деон. Цигауэр, что чумаков гинесум виан волшина. Цун сурта видео яхкана сачуа эрвол яхкар муатсун. Санахила изи сахитаря. Если я не ошибаюсь, Чумаков варбошу все венек цвена. Цундела чувала işte duracak mavatiyo çuvalda somil jiray oyna aşu haradenek aşu boşta amil işte som asul yılda ho yuagayta hayte itayayza tsayash zamma yuyur o çuvala asyu amil diye şu خاون تان سميتشا например хун саха да лицан хаун сумича самагатли так еще 6 месяцев и раз киши вори де дук и урбу дал мула торпеда дал мула Тван бина или беш болчан година уйо воль в ислам это закрытая информация Умбара. С какой целью ты? Ховуй бин. Обешуй, сом беш ашуин в данный момент информационный том 80-60%. Это маловажный бон. Просто с какой целью ты интересуешься? Хову бин уй ватди целсун. Оша хамел шоду. Это тоже ночи закрытая информация. На 75 лет Хамзат Гилаев закрытый например. Асан, ты воевал против России. Это тоже закрытая информация, да. Асан, правда, велла. Велитишь. Это был единственный момент, где он солгал, не смог своей правдой разбить сердце этой бедной слепой бабушки. Ичкерич, ома, юца, из эл, хунд кюро. Ну, сунам за хунд кюр вообще. Кюш дуйтишь, я дега кюш не служдуйтишь, я дега, как ты думаешь? А? Вех мобила. Шоузла пришла донса ночи. Шоузла пришла 45 что донса. Ислам, Вольф Ислам, да? Als Duitsek Deutsch, als Oleg Dater Alchito, Lech Duas, просто hund хуэцюгис. Астуан бина хасун вона остал давалла сун. Хасун, короче, не остал это нюхи дават валла. Яхуда валла просто. Астуан бина, туан бичан, годиня, например, босс. Она просто интересно, дусун, чували, что по-важному все. Хочу вопроса, например, сун зулам хирдолш вопрос, два. А дитя, хавац, Вольф Ислам, волк Ислама, лазин надо. Хавалар милгач юртер, какая разница, мил юртеру. А жуаплуш хаттер деш, бавы, инсуик дукса хаттер. Хочу валишь алишия. А дитя, Так, вітаю всіх свободолюбивих людей. Салам алейкум, пані Асам. Алейкум салам. Вітаю, Сиган, вітаю. Русский оккупант без разницы, везде нужно громить на своей земле или чужой территории, потому что они завтра могут принести беду. Да? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ночи башца хила по одиночке халах дийду. Да, дер дийду, да, деш. Ну, и цаун кит диз ночи. Вая TikTok чудойл, YouTube чудойл, ла дуран хар, хай чудол шдацер. Вай ат ашхилер, вай ат ашхилера, иза нах бац аташ, разки бац аташ. Это ситуация, их керчу, керчул дел, разки метабол бу. Резко мотал, резко мотал, надуется. Мы должны не сидеть, сложа руки. Не надо просто сидеть, просто написать комментарий
там алама здесь уй, потом бин уй, хагар уй, хаваж уй, больше так претензия шеш, да, и цедеш, что-то нужно, каждый должен делать, каждый должен носить вклад, каждый должен носить свою лепту в это. Просто по-другому быть не может, понимаете? По-другому не справиться. Посмотрите, как они гасят, например. Правда, если ты начинаешь говорить, они запрещают на территории фашистской России мой канал, например. Они везде пытаются опорочить, они пытаются вырезать куски того, что я говорю, и распространять это. Потом заходят люди, они даже не слушают эти люди. Они даже, эти люди уже не слушают, когда у тебя уже отторжение этого человека, ты уже не слушаешь его правду. Если тебе говорят, что это враг мусульман, убийца мусульман, там враг, воинствующий атеист, если он ФСБшник, если он там такой, сякой, третий, десятый, все, даже не интересно слушать, что он говорит. Это так работает, это называется метод тухлой селедки. В вас бросают тухлую селедку, и да, вы очиститесь, она упадет от вас, но запах от нее остается. А если эту тухлую селедку у вас, 1000 у вас закидать, то один запах только останется. Хотя вы абсолютно ни при чем, да, и вы были против этого. Это много методов таких, которые применяются. Вот как они действуют. Поэтому не сидите сложа руки, друзья. Давайте работайте. Работайте, распространяйте, пишите комментарии. Это минимум, что мы можем сделать. Мы можем распространять информацию о том, что мы видим, что мы знаем. Мы можем писать известным блогерам. Сейчас все внимание приковано там украинским журналистам, украинским блогерам. Пишите об этом, пишите в Фейсбуке, пишите, вы любого человека можете найти, от президента любой страны, там, заканчивая там, дворником любой страны, в Твиттере, в Фейсбуке, везде можно находить. Пишите комментарии, распространяйте информацию, не сидите без дела. На этом воем дать останавливаться, что но олуешь, оушен лиш укшевега, да? На этом я свой стрим, друзья, заканчиваю. Я прочитал, Хамзат, твой рассказ. Я не тот человек, я не тот правдивый, который ты сейчас в этом примере привел. Я просто вам говорю здесь правду. Я не идеальный, я воцак шун тарвалам куеша, вега волчула цаэл реча, и что ларлушушун, und эльче вачун, обычный вол, самый среднестатистический, ночи ушун, просто охтяха, сошун эш буттер бац, сей нигат долша, дал халга, сей нигат дин, сей оман годир дукас эл, ишт эрвалу, масквар, ха эрволш дюнда. Но да мула сегдалуштек дираду. А там будь что будет. Цунделя ишт секхельчем ялсмани дагаме гарвай Хамзат. Оте аса стрим чекёкас дерес хул масерна. Оте аса стрим чекёк адикёль. Всего самого хорошего, друзья. На этом свой стрим я заканчиваю. Всего самого хорошего, друзья. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку, которой ты дал сил победить и напугать до коликов в Баку фашистскую Россию. Адикёль бюздер алёль маш оль. Так, массана хуй адикёль маш оль шавига бюздер алёль, друзья.